Участники универсиады отбывают домой. Из Казанского аэропорта разлетелись десятки рейсов в разные концы света. Кто-то отправился на родину сразу после церемонии закрытия игр. С чем уезжают спортсмены, выясняла Эльмира Исмагилова. Самый первый чартерный рейс Казань-Бухарест в 3 утра. В аэропорт румынские спортсмены приехали сразу же после церемонии закрытия. Эту ночь не спали и спортсмены из Гонконга. Универсиада в Казани принесла им много побед, но еще больше приятных открытий. Никогда не слышал о Казани до универсиады. Раньше думал, что в России живут негостеприимные люди. Но приехал и понял, как я ошибался. Теперь уезжаю с желанием снова вернуться в Казань. Пик вылетов приходится на 10 утра. 1500 спортсменов проходят регистрацию и идут на посадку. Каждую делегацию провожают волонтеры. Для кого-то они уже больше, чем просто помощники. Я была с ними практически 24 часа в сутки вместе, везде, потому что они не знают языка, и они назвали меня мамой. Я везде помогала им, и сейчас, когда я вижу, как они уходят, и, может быть, мы никогда в жизни больше не увидимся, потому что они живут очень далеко, и я очень расстроена по этому поводу, и даже не могу сдержаться. Слова прощания звучат на нескольких языках. Обмен футболками и значками продолжается в аэропорту. Многие уже определились, где проведут это лето. Я сама лечу через 5 дней в Ташкент, и ребята пообещали, что меня встретят. И я надеюсь, что мы очень отлично проведем время вместе. Ну, то есть мы остались очень хорошими друзьями. Улыбки будут напоминать о Казани китаянке Джизель Лоу. Говорит, ей встречались исключительно дружелюбные люди. Я была на универсиаде в Сербии, и мне есть чем сравнивать. То, что сделали вы, это в высшей степени превосходно. Новый терминал Казанского аэропорта хоть и работает относительно недавно, но уже был свидетелем многих встреч и прощаний. Сегодня слова «до свидания» звучали как-то по-особенному. И с надеждой на новые встречи, и с любовью к гостеприимному городу. Эльмира Исмагилова, Александр Решоткин. Вести, Татарстан.